Сегодня у нас состоялась 24-я очередная сессия Якутской городской думы. Мы рассмотрели 12 вопросов. Первым вопросом 24-й сессии депутатов Якутской городской думы стал отчет о деятельности окружной администрации города Якутска за прошлый год. Отчет представил глава города Якутска Евгений Григорьев. Сегодня обсуждался отчет главы нашего города Якутска, выступал Евгений Николаевич с отчетом. Отчет был очень содержательный, четкий отчет, и, значит, подведены итоги 2025 года, планы на 2026 год. Но единогласно был одобрен отчет нашего мэра. Городские депутаты утвердили отчет мэра Якутска, исходя из представленного материала по выполнению государственных программ, утвержденных Федеральным центром, правительством Республики Саха-Якутия и указов президента России. Программы имеют конкретное финансирование и подлежат обязательному выполнению. Также в отчете прозвучали цифры о работе по антиалкогольной политике и выделении земельных участков для многодетных семей и участников специальной военной операции. Вопрос по выполнению судебных решений по обеспечению данных участков необходимой инфраструктурой остается невыполненным из отсутствия финансирования, и данные работы начнутся по мере появления денежных средств в городском бюджете. Как угодно, всегда можно отчитываться. Но, конечно, нельзя говорить, что глава города Якутска не работал, и окружная администрация в целом. На то они и работники муниципалитета, чтобы работать. И, в принципе, ничего такого, скажем так, грандиозного в этом нет. То, что они за свою зарплату и какие-то привилегии, как муниципальные служащие, вот такую работу провели. По завершению отчета городские депутаты задавали свои вопросы. О регулировании общественного транспорта и пассажиропотока, о проблеме водоснабжения частного сектора, выделением земельных участков для строительства социальных объектов. К сожалению, понятных ответов от мэра Якутска не получили. Особенно удивил ответ о деятельности городского благотворительного фонда «Победа», куда горожане перечисляли однодневную заработную плату в помощь специальной военной операции по призыву мэра Якутска. Они мне эту информацию не дают, кому что не отправляют. Они же не коммерческая организация по конкретному НКО, которая отношения не имеет ни городская администрация как учредитель, ни какой-либо иной субъект, 5 физических лиц. Теперь городской благотворительный фонд «Победа» является УНКО с 5 учредителями и поэтому имеет право отчеты мэрии Якутска не предоставлять.